Приемная кампания стартовала 20 июня, и продлится она для выпускников 11 класса до 25, а для ребят, поступающих по вступительным испытаниям, продлится до 11 июля. В этом году появились изменения. Для зачисления в университет необходимо подать оригиналы документов, в то время как в предыдущие 2 года зачисляли по согласию абитуриента. Выпускники школ могут поступать в любое высшее заведение. Учитывать будут результаты ЕГЭ. В этом году в Тве насчитывается 2116 человек, получивших полное среднее образование. 59 из них награждены медалями за особые успехи в учении. 5 сдали ЕГЭ на 100 баллов. 354 выпускника набрали на едином госэкзамене высокие баллы. Однако в целом результаты аттестации в Тве скромные. Есть над чем поработать. Многие выпускники получили неутешительные баллы. Нас не устраивают результаты экзаменов и в 11, и в 9 классе. Но сравнивать, еще раз повторюсь, не нужно. У нас есть по некоторым предметам дети сдали лучше, по некоторым хуже. Но в целом сами результаты нашей работы там совместной, и родителей, и детей, и школьников, и нас, учителей там, системы образования, они нас не устраивают. Я думаю, они не устраивают некоторых родителей, некоторых учеников. Есть у нас, конечно, успешные дети, я бы сказал, да, 300 с лишним детей, это высокобальники. Молодцы, они трудились. Дети трудились родители, трудились школьники, школа трудилась. Они получили высокие результаты. Но есть те, кто не трудился, и они получили, соответственно, низкие. Система поступления по баллам единого государственного экзамена существует уже 20 лет. Проверка знаний по тестам – единственный прозрачный вариант. Лучшего пока не придумали. Из года в год есть выпускники, которые успешно проходят через экзаменационные испытания и поступают в университет мечты. А есть те, кто поступает туда, куда проходят по баллам. В такую ситуацию попала Айслана Оржак. В прошлом году сдавала математику профильную. На 50 баллов сдала, русский язык на 90, общество на 72, английский на 31. Я не совсем довольна результатами, хотелось бы получше. В этом году я снова подаю. В прошлом году не прошла на бюджет Тувинский государственный университет, и я надеюсь, я пройду. В прошлом году Айслана рассчитывала на зачисление во второй волне, но ей не хватило баллов. Девушка воспользовалась возможностью и успешно пересдала ЕГЭ. С новыми баллами у нее расширился выбор вузов. Я собираюсь подавать в Алтайский государственный университет, Сибирский федеральный университет, потом подумаю. Потому что я по баллам прохожу, и я собираюсь на экономический факультет. Хотелось бы в огромный город поступить. Там престижные вузы есть, туда хотелось бы. Низкие баллы – основная проблема поступления. У выпускников есть желание учиться в университете, но часто нет возможности. Выходом становится обучение в среднеспециальном заведении или пересдача экзаменов. Я думаю, что на это влияет психологический фактор в первую очередь. Дети волнуются. Это может вызвать, например, обыск на входе в школу, перед входом в ПП. Пункт проведения экзамена именно. И также сам экзамен. Мнение экспертов не совсем совпадает с мнением самих учеников, и качество образования, которое преподают в школе, оно буквально низкое. В Тве? Или Да. по всей России? По всей России. Наверное, из-за образования, которое им дают, из-за учителей. Не сказал бы, что все учителя плохие, но большинство не умеет учить правильно. Может быть, дети невнимательные, может быть. Особенность приемной кампании в этом году в том, что второй волны поступления не будет. Зачисление по основному конкурсу состоится 9 августа. Мика Ян, Маратен Маккей, 108 канал.